Вы смотрите программу «Актуальное интервью», в студии Александр Лысак. Вся страна до сих пор обсуждает трагедию в городе Керчь. По последним данным, при стрельбе погибли 20 человек, среди них 5 преподавателей и 15 студентов. В основном это несовершеннолетние. В массовом убийстве в Керченском политехническом колледже подозревается студент 4-го курса Владислав Росляков. По данным «Коммерсанта», он ходил из кабинета в кабинет, сначала забрасывая в помещение самодельную гранату, а затем, заходя внутрь, расстреливал людей из помпового ружья. При этом пару месяцев назад он получил разрешение. В чем же могут быть причины трагедии? Мы поговорим сегодня с психологом Центра социально-психологической поддержки семьи и молодежи Якутии Леной Авелевой. Лена Владимировна, здравствуйте. Здравствуйте. Виновник произошедшего, как уже было сказано, 18-летний студент. Погибшие и пострадавшие тоже в основном студенты. Вот на ваш взгляд, как психолога, что могло стать причиной совершения такого преступления? Я считаю, что на самом деле это большая трагедия одного отдельно взятого человека. Скорее всего, молодой человек был очень подавлен, шел к этому. Вот не в одночасье это случилось. Предпосылки, скорее всего, были, и мы понимаем, что проблема в личности в самой, да. Возможно, значит, вообще психологи свойственны для этой ситуации, я могла бы сказать, что могут быть актуальными следующие факторы. Во-первых, социальный фактор, да, который мы можем разделить на макро и микро условия. Что мы подразумеваем под макроусловиями? Это постоянная передача такой информации через средства массовой информации, да, например, трагедии разные. Трагедия норвежская, например, связанная с убийством массовым тоже, как мы помним, там был Брейк, по-моему, да, действующее лицо такое. А микроусловия, ну, это здесь социум уже, среда, в которой растет молодой человек, его семья, условия, в каких он проживает, да, отношения в семье. Возможно, семья была дисфункциональной. Именно в дисфункциональной семье развивается почва для агрессивного поведения, для аутоагрессии. Сейчас мы видим, что на самом деле здесь разные версии ведь выставлялись, от теракта до самоубийства, да? Но в последнее время как бы больше считают, что это самоубийство. Самоубийство, и очень страшно становится за будущее наших детей, за будущее молодежи в связи с этой ситуацией. И я бы, наверное, в сегодняшней нашей передаче обратилась к родителям больше, да? В наше время сейчас очень родители заняты, много времени работают, некоторые имеют по 2 работы. И зачастую к нам на консультации приходят родители детей-подростков вместе с детьми, которые абсолютно перестали понимать друг друга. Нарушились вообще коммуникации в семьях, нету контакта, каждый живет отдельно своей какой-то взятой жизнью, да? Я хочу просто донести до родителей, что наши дети – это наша ответственность. Семья – это маленькая ячейка общества, и от психологического климата, эмоционального климата в семье, да, от теплоты, доброты во взаимоотношениях зависит и общество нашей большой страны. Вот об этом надо не забывать. Но у нас же всего. при этом любят говорить о том, что молодежь перестала общаться, общение стало виртуальным в соцсетях, в мессенджерах. Вот так ли это? Конечно, молодежь, она совсем другая. Детство молодежи, да, и юность отличается от детства, которое было у их родителей, и тем более от детства их бабушек и дедушек. Поэтому между родителями и близкими людьми может возникать такая пропасть в отношениях. Сейчас настало такое время, когда дети более информированы, да, и обучают нас же, родителей, тем, как управляться, например, с какими-то мобильными устройствами, гаджетами. Но вместе с тем, как бы вот это вот чрезмерный поток информации, который идет, да, он не очень хорошо влияет, я бы так сказала, на детей.
Потому что если мы не будем как-то уметь учить детей отделять хорошее, да, хорошую информацию, полезную, которую они могли бы использовать и для учебы, и получать какие-то знания, от того потока, который льется негативного характера, то при условиях сегодняшнего дня, когда нету общения почти в семьях бывает, но не во всех, конечно, в семьях, ребенок может уйти совершенно в другой параллельный виртуальный мир с его законами, попасть под какое-то влияние. Да, есть на сегодняшний день такая опасность, как киберугроза по отношению к нашим детям. Что значит здесь, я могу просто немножечко рассказать об этом, да? Киберугроза, ну здесь вот, например, иногда бывает, обращаются люди, которые, дети которых в социальных сетях знакомятся с взрослыми людьми, которые выдают себя за подростков и начинают в общении принуждать к действиям сексуального характера или просят сфотографироваться в обнаженном виде, отправить. Затем начинают угрожать и манипулировать. Допустим, если ребенок соглашается, и дальше бывают такие ситуации, что к кому он может обратиться? Только к родным, только к маме, да? И, конечно, тут родители понимают, что вот что-то упущено, что-то, значит, в семье идет не так, тогда только, когда ребенок уже уходит из поля зрения, контакта нету в семье. Следующая угроза – это через эти же, значит, сети ребенок может вовлечен быть в группировке криминального толка, я бы так сказала, да, где, например, его привлекают и могут давать какие-то определенные задания, чтобы он выполнял, проходя как будто бы в той же самой виртуальной игре какие-то этапы. В общем, одним словом, берут на слабо, да, молодого человека. А все-таки вот эта негативная информация, плохая информация, так называемый опасный контент, как ограничивать или контролировать доступ к этому опасному контенту? Кто этим должен заниматься? Прежде всего родители. У провайдеров есть такая услуга, значит, можно обратиться и отключить какие-то такие вот приложения, поставить защиту на телефон, да. То есть это ответственность родителей, конечно. И любой родитель вообще чувствует своего ребенка. Чувствует своего ребенка. И вообще любое состояние, оно, ну, видно же, как себя ведет ребенок. Замкнут он, да, настроение у него меняется периодически, агрессивен, что-то с ним происходит. То есть нельзя проходить мимо такого, да, всегда надо уделять внимание ребенку. Пусть это будет немного в течение дня, но это должен быть вот такой искренний разговор, диалог, не между делом, там за телефоном, там, а что там у тебя, что получил, как дела в школе. Ну, не дежурные такие вот как бы вопросы формальные. Какие у тебя оценки, что ты получил в школе. Здесь немножко как бы другое общение, в другом общении нуждаются дети, во включенности родителей, да, в искренних интересах. Может, у них есть какие-то вопросы. То есть нужно со своими детьми разговаривать, не бояться разговаривать и какие-то моменты из своей жизни рассказывать, как они преодолевали свой подростковый возраст, какие ситуации у них были в классе. То есть не отдаляться. Но все-таки что конкретно делать родителям? Потому что возникает такая проблема. Родитель говорит: мой ребенок меня не понимает, мой ребенок со мной не разговаривает, у него перепады настроения. Как мне к нему подойти? Я хочу с ним поговорить, но он этого не хочет. Вот именно к нам приходят в Центр психологической помощи семьи и молодежи такие семьи. В последнее время очень много
значит, родителей с детьми-подростками. И когда начинаешь работать с ними, ну, а это работа такая кропотливая работа, значит, здесь очень бережно мы находим подход к любой семье и видим, что нарушение в семейной системе происходит. Иногда видишь такую картину, что живет, например, семья, да, и каждый по отдельности. Оказывается, там есть определенно дедушка в этой семье, мама, дочь. Но каждый из них общаются, ну, буквально, наверное, ну, даже не общаются, можно сказать. Питаются отдельно, живут каждый своей жизнью. Никто не знает, а как там вот... то есть не проявляют заботы друг о друге. Изначально, значит, что-то произошло в семье, как-то все отдалились друг от друга, в разные стороны разошлись. И сейчас, например, дети очень нуждаются, огромное чувство одиночества испытывают. Прямо вот пытаются донести до родителей или не видят, отгораживаются своими какими-то заботами, работой, да. Это насущная проблема зарабатывания денег. Живем в такое время, когда, значит, культ потребления очень развит, да. Нет машины, нет квартиры, нет чего-то. А как вы помогаете? Все страдают от того, что нужно зарабатывать. А ведь на самом деле очень простые вещи как бы делают человека счастливым. Очень простые вещи. И живя даже в съемной квартире, может быть, в более скромных условиях, не имея каких-то вот таких вот больших, так скажем, материальных вещей, недвижимости этой всей, да, могут быть очень счастливыми семьи. Мы, значит, работаем индивидуально и с самим ребенком, диагностируем, да, отношения полностью, и с родителем. Ну, конечно, все идет из семьи. Если, например, у самой мамы девочки была такая ситуация в семье, что где-то не хватило собственной мамы, да, мама не донесла до нее эту любовь по какой-то причине, то, естественно, и она не может своему ребенку дать то, чего она сама не имеет. Приходит осознание, понимание, буквально мы учим, как надо проявлять любовь к своему ребенку. То есть прокладываем тот самый мостик, который рухнул между ними, да, вот, и ну, получается эффективно, и мы радуемся, когда после этой работы клиенты уходят уже как-то другими. Как к вам обратиться? Ну, наш центр находится по адресу Каландрашвили, 21, телефон 35 10 46. Можно записаться по этому номеру телефона на консультации. Консультации бесплатные. Мы работаем с разными категориями людей, да. К нам обращаются люди вот от детского возраста до уже вот взрослого. Пенсионеры также могут к нам обращаться. То есть мы открыты для всех. Центр существует с 2000 года, проводит разные виды психологической работы. Помимо консультаций у нас и групповые есть, значит, группы встреч. Есть, например, возможность даже посещать такие группы, как кинотерапия, танцетерапия, музыкотерапия. То есть люди могут найти тот островок спокойствия для своей души, и, то есть место, где они могут встретиться с самим собой на самом-то деле. Такие трагедии, как правило, влияют еще и на взрослых. Они испытывают стресс, в том числе из-за постоянного потока информации, состояние тревоги у них возникает. Вот им что делать? Как перебороть вот это состояние тревоги? Да, вот как я уже и сказала, информация, она дает эффект заражения, да, значит, особенно вот люди такие вот возбудимого типа характера, они очень сильно восприимчивы бывают к такого рода информациям. Я бы сказала, что здесь нужно смотреть
не так широко в масштабах всей страны. Конечно, мы очень переживаем все. Никто не остается равнодушным. Но каждого человека я бы призвала смотреть именно в свою семью, да? Дать тепло своим близким, общаться. Каждая семья должна иметь какие-то традиции, понимать и поддерживать друг друга. Вот задача каждого из нас, наверное. Не быть равнодушным, так скажем, в первую очередь к своим близким. Сосредоточиться на своей семье. Галина Владимировна, спасибо большое, что пришли к нам в студию и ответили на наши вопросы. Это была программа «Актуальное интервью». Всего доброго и до встречи.